Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе «В детсад по спискам» в Сухуме начала работу комиссия по комплектованию детских дошкольных учреждений. И все-таки они лучшие. В Сухуме прошла пресс-конференция руководителей и игроков сборной Абхазии по футболу. На протяжении нескольких лет Абхазия сталкивается с полным отсутствием объективных оценок со стороны официальных представителей западных стран. Это отмечается в заявлении, которое сделало сегодня внешнеполитическое ведомство Абхазии. Министерство иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на ряд заявлений министра иностранных дел Литвы, сделанных в ходе его визита в Грузию. В частности, министр посетил зону, прилегающую к грузино-абхазской государственной границе, где выступил с призывом продолжить политику непризнания и изоляции Абхазии, а также обвинил российские власти в аннексии. На протяжении многих лет абхазская сторона сталкивается с полным отсутствием объективных оценок со стороны официальных представителей западных стран, делающих различные комментарии относительно грузино-абхазского вооруженного конфликта и его последствий. В этом свете позиция министра иностранных дел Литвы не является неожиданной, а лишь служит дополнительным и очевидным подтверждением абсолютно ангажированной политики стран Запада, направленной на безоговорочную поддержку любых, даже самых ужасающих действий грузинского руководства. Хотелось бы напомнить господину министру о том, что Литва является одной из стран Евросоюза, активно участвовавших в процессе модернизации грузинской армии, передавая различные виды вооружений и тем самым поощряя реваншистские настроения грузинского руководства в отношении Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, Литва является прямым соучастником кровавых событий 2008 года, развязанных преступным режимом Саакашвили. Хорошо известно, что на протяжении последних десятилетий, с момента обретения независимости, вся внешняя политика Литвы строится исключительно на антироссийской истерии. Безусловно, в этих условиях трудно рассчитывать на какую-либо объективность со стороны представителей Литвы, которые апеллируют заезженными штампами, характерными для официальной грузинской пропаганды. В этой связи хотели бы заверить министра иностранных дел Литвы, что сделанные им заявления по Абхазии носят исключительно декларативный и популистский характер и не способны повлиять на дальнейшее развитие нашей республики. Более того, вопреки ожиданиям наших оппонентов, Республика Абхазия намерена идти по пути планомерного развития и укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией по всему спектру двухсторонних взаимоотношений. Начальник экспертного управления администрации президента Абхазии Аслан Барцис принял инвестора из России, предпринимателя Аравамутанга Чакрапани, посетившего Республику Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам частных инвестиций, государственно-частного партнерства, инвестиционной политики в республике. Бизнесмен также посетил картофельные поля в Очимчирском районе. Аравамутанг Чакрапани подчеркнул, что это один из удачных частных инвестиционных проектов в Абхазии. В Сухуме начала работу комиссия по комплектованию детских садов. В столице, как и во всей республике, налицо острая нехватка мест в бюджетных дошкольных заведениях. Сколько было подано заявлений, сколько детишек пойдет в новом учебном году в детские сады, об этом в репортаже Симы Аргун. В столице функционируют 13 государственных детских дошкольных учреждений. Зачастую все не переполнены. Родителям приходится ждать очереди по несколько месяцев. Комплектацией групп вот уже второй год занимается специальная комиссия, состоящая из сотрудников управления образования столицы, заведующих детскими садами, с участием депутатов Сухумского городского собрания и представителей общественности. Такие меры направлены на обеспечение прозрачности процедуры. Чтобы не было недовольных, чтобы люди не думали, что мы отбираем детей по каким-то признакам непозволительным для нас, для госучреждения. И поэтому мы решили создать комиссию совместно с представителями городского собрания, общественной палаты, представителями Министерства образования и наше управление. Вот второй год приглашаем их и здесь работаем вместе с ними 3 дня, потому что невозможно всех распределить в один день. Все как положено по положению.
На данный момент подано более 500 заявлений, но удовлетворить все запросы не представляется возможным. В этом году для будущих дошколят мест всего чуть больше 300. Перегруженность наблюдается и в группах. Численность детишек в них почти в 1,5 раза превышает норму. Но так отчасти решается вопрос нехватки мест. Детский сад «Улыбка» – одно из самых больших дошкольных учреждений столицы, в который направлено огромное количество заявлений, но принять смогут 114 детишек. Мы идем в этом году на беспрецедентный шаг в том плане, что как никогда мы до 30 детей заполняем в группу. Но вы сами понимаете, что это очень сложно. Но исходя из того, что дети в таком возрасте не посещают в 100% объеме детский сад, поэтому, взвешивая плюсы и минусы, до 30 детей мы записываем в группу. Ну, дай бог, придут, тоже справимся. Комиссии предстоит определить главные критерии выбора. Так, правом на первоочередное распределение мест в дошкольных учреждениях столицы будут обладать определенные льготные категории граждан. К ним относятся многодетные семьи, дети репатриантов, инвалидов, участников войны, дети студентов. И самое главное – это должны быть жители Сухума. Заведующие детских садов лишаются права распределения мест самостоятельно. Разрешение дается только комиссии по комплектованию дошкольных учебных учреждений. Я от Сухумского городского собрания состою уже 2-й год в данной комиссии. Мы руководствуемся тем положением, которое разработано специально для этой комиссии. И при отборе, конечно же, мы руководствуемся следующими критериями. В первую очередь у нас есть группа льготников. Это дети из многодетных семей, дети из неполных семей, дети репатриантов, дети госслужащих, дети студентов. И каждую возможность мы используем для того, чтобы дать детям из таких семей приоритет в отборе. Еще одна проблема, на взгляд депутатов городского собрания, это отсутствие ясельных групп. Конечно, у властей города есть планы на этот счет, но пока их реализация не представляется возможной. Дети, не попавшие в этом году в детские сады, пока останутся в очереди. При наличии свободных мест в других дошкольных учреждениях Управление образования столицы будет уведомлять родителей. Сима Аргун, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Диспансеризация населения республики будет продолжена. Такое решение было принято по итогам расширенного совещания министра здравоохранения Тамаза Цахнакия с главными врачами и главными внештатными специалистами всех медучреждений страны. Кроме того, была создана комиссия Минздрава по проведению инвентаризации всех лечебных учреждений системы здравоохранения Абхазии. Управлению фармации Минздрава совместно с Абхазфармацией дано указание обеспечить медучреждения страны всем необходимым набором препаратов и реагентов для несения экстренной неотложной помощи. Об этом сообщает отдел информационных технологий Министерства здравоохранения Республики. Сегодня в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия чествовали доктора филологических наук, профессора кафедры абхазского языка АГУ, кавалера ордена Ахтапша 3-й степени Лили Хагба, которая отмечает 65-летний юбилей. Советник президента Владимир Зантария зачитал поздравительное письмо главы государства Рауля Хаджимба. Поздравить ученого с юбилеем пришли ее коллеги, общественные деятели, а также студенты, которые пожелали Лили Хагба долгих лет жизни и успехов в работе. Пару дней назад действующие чемпионы мира по футболу по версии Канифа, национальная сборная Абхазии, вернулась из Северного Кипра, где вышла в полуфинал, но уступила нынешним чемпионам Европы команде Падани. В пресс-центре «Спутник Абхазия» прошла конференция по итогам чемпионата. Наши футболисты приехали из Северного Кипра расстроенными, но болельщики верят, что эти неудачи временные, и их тоже надо пройти, чтобы к следующему международному турниру сделать определенные выводы и вновь порадовать своих поклонников. Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхели, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что одной из причин, не позволившей нашей сборной выйти в финал чемпионата Европы, стало спортивное невезение. Да, были какие-то свои моменты, недочеты, но при этом у нас была сложная подгруппа, которые были хозяева. И мы достойно, не проиграв ни одну игру, вышли в полуфинал. Но в полуфинале, вы сами видели, есть в футболе такое невезение. Это не только от наших футболистов зависело, это есть везение, потому что есть такие легендарные футболисты, как Борези, Дель Пьеро, когда на чемпионатах мира не забивали и не проходили в другой круг.
Капитан сборной Дмитрий Куртава считает итоги участия в чемпионате неудовлетворительными. Куртава также отметил поддержку многочисленных болельщиков, которые были на каждом матче с участием сборной. По его словам, среди них было много болельщиков не только из Абхазии, но и представителей диаспоры, проживающей в Турции. Хочется отдельно сказать большое спасибо нашим болельщикам, людям, которые выехали туда, потому что их была большая часть, была наши болельщики, даже мы играли с Кипром, их болельщиков не было. То есть там, только мы делали погоду, и наши болельщики, им огромное спасибо. И не было ощущения, что мы играем где-то на выезде, даже с домашней командой Кипром. По словам Джумы Кварацхеля, на чемпионате мира по футболу по версии Канифа, который пройдет в 2018 году в Лондоне, в команде будут изменения. В первую очередь, за время подготовки планируется дважды организовать сборы национальной сборной команды. Также в сборную будут приглашены такие молодые футболисты, как Наур Цвинари и Алан Квициня. Напомним, что жеребьевка среди команд на участие в чемпионате мира пройдет в октябре 2017 года. Сборная Абхазии, как победитель прошедшего чемпионата мира, попадает в турнир автоматически. Национальная библиотека имени Ивана Папаскир при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии будет подключена к российским электронным библиотекам, сообщает сайт Российского центра науки и культуры в Сухуме. Речь идет о доступе к более чем 150 тысячам электронных изданий. К середине июля в специальном компьютерном классе будут созданы условия для пользования электронными библиотеками «Мой русский» и «Литрес-школа», в которых будут доступны художественная, образовательная и научная литература. Тхорчал остался без чистой питьевой воды. В результате проливных дождей в горах произошел оползень, из-за чего в центральный водовод попала грязь. Подача воды временно приостановлена. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и строители. В настоящее время русло практически расчищено, но вода в резервуар поступает мутная, поэтому ее не пускают в центральный водопровод. Завтра очистка водовода продолжится, и уже в ближайшее время город получит воду. А пока ее завозят в райцентр в канистрах сотрудники МЧС. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии днем ожидается облачность без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 27-29 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.